Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем важном хотят предупредить вас высшие силы. Предупредить, подсказать, посоветовать. На что глаза открыть. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что ж, давайте начнем с этих знаков. Здесь суета и спешка, здесь какая-то гонка, ощущение, да, надо успеть, надо здесь и сейчас, либо хочу здесь и сейчас. Вы как будто бы со временем на перегонки бегаете. Вам высшие силы, не то чтобы советуют, скорее рекомендуют, да, рекомендательного характера информация, немножечко успокоиться и не форсировать события, дождаться своего времени. Либо у кого-то идет ситуация, что все уже идет своим чередом, развивается, и подгонять эту ситуацию не стоит. Наберись терпения, возьми себя в руки, научись ждать. Все придет ровно в тот момент, как вот по расписанию, да, как уже установлено, либо как запланировано. Все случится, как случится. Вы никак не можете на это повлиять. Вы не можете ускорить этот процесс. Все, что вы сейчас делаете, это себя тратите впустую. Нервничаете, переживаете, портите настроение себе, тем, кто вас окружает, с кем вы вместе, например, над чем-то работаете, сотрудничаете. Выдыхайте, переключитесь на что-то другое. Научитесь терпеть, либо научитесь ждать. Это очень хорошие качества, да, это очень хорошие навыки, которые вам в жизни еще не раз пригодятся. Нет такого вот здесь и сейчас. Нет его, понимаете? И если оно и бывает, то очень редко, крайне редко, 1 на миллион. Ваша ситуация, она уже в процессе, она уже в развитии. Подгонять ее не стоит. Не стоит. Нужно успокоиться, выдохнуть и заняться чем-то более насущным, актуальным. Все будет хорошо, все идет, все развивается своим чередом. Там механизм запущен, и он уже работает. Поэтому, мои хорошие, не нервничайте. Да, самое худшее для человека — это ждать. Ждать, терпеть, да, это отвратительно. Но когда мы не можем повлиять, зачем же тогда нервничать? Зачем же суетиться? Вот здесь точно нужно успокоиться. Успокоиться, взять себя в руки. Смотрите, еще мне здесь показан образ человека, которого вы в чем-то как обвиняете, либо вините. Да, может быть, человек действительно что-то сделал, либо наоборот чего-то не сделал. Вот как вы так пальцем показываете, либо сам глаз на него косится и думаете, вот это из-за тебя, либо это из-за нее. Смотрите, говорят, что этот человек абсолютно не виноват. Не стоит этого человека трогать, либо обвинять, не стоит этому человеку предъявлять свои обвинения. Здесь четко показано, что этот человек еще себя проявит. Не просто проявит, а что-то для вас невероятное, доброе, положительное сделает. Какую-то очень классную роль сыграет в вашей жизни. Это как герой, да? Герой, который еще в следующей серии, либо в следующем сезоне себя покажет. Либо героиня. Четко показано, что человек важный, не случайный, не во вред, но во благо. Пришел в вашу жизнь. Может быть, сейчас
ну, скажем так, не проявляет себя, но в будущем здесь четко идет, что человек либо в чем-то спасет, либо чем-то поможет, выручит, что-то на себя возьмет. Вот. И этот человек перед вами ни в чем не виноват. Может, там стечение обстоятельств, может быть, кто-то подставил, да, либо вы случайно ошиблись. Но этот человек перед вами не виноват. Тот, кого вы вините в сегодняшнем дне, перед вами не виноват. В глазах высших сил человек перед вами не виноват. Разберитесь в этой ситуации. Вы можете докопаться до правды. Либо просто прекратите вот эти все обвинения, вот эти мысли свои прекратите. И опять же, дайте человеку шанс. И еще человек себя обязательно проявит. Так, девушка, женщина, с кем у вас тишина? С кем-то у вас тишина. С мужчиной, да, где-то пропал, затаился, ушел в себя, но обещал вернуться. Вы тут прям всяко разно надумали, что и бросил, и отказался, и есть там другая женщина, и вообще обидел вас. Девчоночки, там у мужчины очень серьезные проблемы, ну просто невероятно серьезные. И если бы вы узнали, вам бы стало немножко стыдно. Да, у человека прям беда-горюшка случилась. То, что он молчит, он вас беспокоить не хочет. Он понимает, что вы очень сердобольны. Он понимает, что вы такая вот сразу броситесь спасать, выручать. Вот он этого не хочет. Вы для него очень ценная женщина, очень важная женщина. Он видит свое будущее именно с вами. И в очень правильном свете он видит это будущее, когда он мужчина, да, который и защищает, и оберегает, и добывает, и охраняет свою женщину, а вы его императрица, да, которой он поклоняется. Поэтому, девчоночки, не надо тут тоже напраслину лить на мужчину, а лучше мысленно пожелайте ему здоровья, пожелайте ему успеха, пожелайте ему сил и выдержки. Если есть возможность, сходите в храм, поставьте свечечку за здравие. Это будет просто отлично, отлично, это здоровски ему поможет. Позитивные мысли об этом мужчине ему очень помогут. Он быстрее решит свои проблемы, вопрос и быстрее придет к вам. Так, правая сторона. С правой стороны вас хотят предупредить о том, что вы какую-то возможность упускаете. Рядом с вами есть возможность. Либо вам озвучили какую-то возможность, да, предложение вам озвучили, а вы так скептически отнеслись, либо может быть, это не совсем то, чего вы хотели, искали. Здесь возможность очень хорошая. Да, внешне выглядит скромненько, либо не по теме, но эта возможность, она может разрастаться, развиваться, приобретать иные формы. Знаете, как говорят, на безрыбье и рак рыба. Поэтому не надо там слишком долго думать, не надо носиком водить. Попробуйте. Попробуйте и не пожалеете. По крайней мере, в моменте здесь и сейчас это очень крутая возможность. Очень-очень крутая. Попробуйте. Надо это попробовать. Этот опыт вам нужен. А у кого-то из вас так и отыграется. Да? Случайное предложение, делать нечего, возьму, попробую, а потом приведет к потрясающим результатам. Попробуйте. Может быть, не ваш, да, на ваш взгляд, сидите, думаете, не мое, да, работу вам предложили где-то. Вы такая, не мое, не того хочу. Либо предложили, например, на свидание сходить, и вы такая, не в моем вкусе, да. Попробуйте, надо пробовать. Здесь как призыв к действию. Так, еще под ногами что-то скользкое. Скользит нога. И можно упасть. Здесь вас предупреждают о том, что вы как, по скользкому льду ходите. Поверхность. Здесь, скорее всего, какие-то разговоры, суждения, общение, подача своего мнения. Смотрите, вы все разные, живете в разных странах, с разными людьми общаетесь, в разных, например, обществах состоите. Но иногда вы слишком эмоциональны, и иногда вы можете, действительно по прямоте души высказывать то, о чем думаете. Это не всегда и не всем нравится.
И у кого-то еще отыграется, что ваша же информация, ваши же слова могут быть использованы против вас. Здесь не нужно молчать, здесь нужно быть более, не знаю, может быть, дипломатичным человеком. Какие-то прям совсем радикальные мысли держать при себе. Это очень важно, это вам поможет не подскользнуться и не упасть. Потому что, сдается мне, судя по вот этим головам, с одной стороны, с другой стороны, есть люди, которые за вами наблюдают. И они ждут этого момента. Ждут момента, когда вы начнете скользить. Они сразу выскочат, да, и еще и подножку вам подставят, что прям конкретно вы упали. Нужно быть немножко поделикатней и подипломатичней. Придет ваше время, вы все выскажете, вы все скажете. А сейчас лучше на этой скользкой поверхности быть поаккуратней. Но мне вот кажется, что язык, да, вы что-то говорите. Говорите, рассуждаете, может быть... Конечно, не хотелось бы такое предполагать, да, но, может быть, в вашей стране какие-то вещи запрещены, да, к обсуждению. А вы прям такой борец за правду. Пожалуйста, на какое-то время немножечко будьте потише. Это вам во благо пойдет, во благо. Кто-то подслушивает, живо интересуется. И люди прям готовы ухватиться за любую возможность, чтобы вас сбить с ног. Это есть. Еще здесь показывают мужчину. Мужчина, который что-то делает неправильно. Давайте так, задом наперед, шиворот на выворот. Что-то он делает не так и не то, не с той стороны заходит. И мужчина неплохой, и посыл у него хороший, но неправильно. Неправильно. Вот у него не получается, он нервничает, он психует, у него прям уже глаз дергается. Девочки, тут надо либо подсказать, либо сесть вместе и разобраться в каком-то вопросе. Неправильно. Либо у него какая-то неправильная информация, либо у него какое-то неправильное представление. Вот. Нужна помощь. Вы мама, либо вы сестра, либо вы жена, вы возлюбленная. Подскажите мужчине. Вы видите, как он мучается? Подскажите. Думать так, что ага, он мужчина, он умный, он сам знает. Это неправильно, это в корне неправильно. Мы все одинаковые, мужчины и женщины. Мы все можем ошибаться. Ошибки, кстати, тоже бывают разные. Поэтому стоит ему помочь. Вот он вроде как и на птице летит, но спиной вперед. Ну разве так летают? Нет. Что-то он делает, хорошее делает, но неправильно. И из-за этого у него не получается. Либо результат такой, знаете, сомнительный. Обязательно надо помочь. Так, еще я у вас вижу слона, грустного слона, худого, грустного, и хобот он повесил. Пересмотрите свои траты. Либо вот прям возьмите бумажечку, да, и выпишите, что куда вы тратите, куда у вас деньги уходят, куда, на что. Понятно, что у всех разные бюджеты, понятно, что у всех разные расходы, но есть какая-то статья, она абсолютно бесполезная и вредоносная. Прям как в трубу, да, в такую бездонную трубу что-то вылетает, деньги, суммы вылетают. Пересмотрите, все пересчитайте, просчитайте. Может быть, даже у кого-то отыграется, что кто-то пользуется вашими средствами, вашей картой, либо вашим счетом. Что-то происходит. И еще, у кого, например, есть привычка делать запасы, да, на черный день, такую подушку безопасности иметь, пересчитайте деньги. Пересчитайте и лучше перепрячьте. Что-то вот слон грустный у вас. Грустит, загрустил, он есть, да, но он похудел и загрустил. Из-за того, что нет контроля тратам, либо вне вашего, например, внимания и контроля какие-то расходы с вашего счета происходят, либо с вашей заначки кто-то немножечко тогда пощипливает деньги. Что-то происходит, это как знак. Это не у всех отыграется, но кому-то прям так и передают. Проверь. Не ленись, проверь, пересчитай, пойми, куда ты не туда тратишь деньги. Что-то происходит. Так, еще я вижу у вас какое-то мероприятие на носу.
мероприятие, на которое вы то ли идти не хотите, то ли вам не в чем на него идти. Ну, мы женщины, да, у нас всегда причина найдется. Здесь такой совет: обязательно идти. Обязательно идти. Даже если придется, не знаю, там, в бумажный пакет замотаться, все равно идите. Вам важно туда попасть. Вам важно там присутствовать. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но там что-то очень серьезное произойдет, и вы должны это видеть. Либо вы должны там находиться, чтобы с кем-то пообщаться, встретиться, чтобы познакомиться. Вот надо идти, девочки, надо. Найдите в себе силы и сходите. Здесь вот прям как обязаловка идет. Надо. Так, на работе. На работе, кстати, у кого-то будет скоро то ли повышение зарплаты, то ли предложение повышения по должности. Но оно незначительное. Прям совсем такое минимальное. Кстати, если вы хотели поменять работу, начинайте потихонечку искать другие варианты. Сильно там не надейтесь, но тем не менее что-то будет. О чем хотят предупредить? О том, что если вы хотите значительно увеличить свои доходы, ищите другую работу, ищите другое место, другую компанию. Потому что там, где работаете вы сейчас, там просто нет средств, там просто нет ресурса, с чего повышать, либо с чего назначать высокие зарплаты. Такая бедненькая компания, да, либо компания, которая переживает кризис, о котором, например, не говорят. Либо сотрудники между собой говорят, но никаких подтвержденных данных нет. Хотите больше денег, ищите другую работу. Либо, может быть, даже другой вид деятельности. Да, может быть, вы всегда хотели быть фрилансером, либо свой бизнес открыть. Да, может быть, пришло время начинать. Так, еще в венце у вас идет как двойная защита. Не первый раз я вижу такие знаки, но тем не менее, вы четко показываете двойная защита. У одних отыграется, что вы родились в рубашке, и вас еще свыше защищают. У других отыграется, что есть молитвенный щит, который вы либо сами на себя поставили, либо кто-то из ваших близких на вас поставил, и плюс защита свыше от ангела, например, хранителя. И еще один такой момент. Что-то вы такое сделали, какой-то обряд, какой-то ритуал, который возвел вокруг вас просто вот железобетонную защиту. И плюс защита высших сил. Вы под двойной защитой. Под двойной. Бояться вам особо нечего. Особенно там всяких там, негативных там воздействий, влияний. Это нет. Этого не стоит бояться. По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем к вам это точно не прилипнет. Так, мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.